Хочу несколько слов сказать по поводу чеченца, предателя чеченского народа, который попал в плен в Украине к полку Азов, к бойцам полка Азов, и который сидит и рассказывает о том, что у чеченцев нету духа, чеченцы не умеют воевать. По поводу этого момента хочу сказать несколько слов. Изначально это люди, которые предали свой народ, предали чеченцев, продались Путину, продались России, той стране, которая уничтожала наш народ самым жестоким образом. Продавшись этим людям, они поехали на чужую землю, оккупировать ее, точно так же убивать украинцев. Так же, как Россия убивала чеченцев, сегодня они убивают украинцев. И эти предатели, некоторые из которых хорошо помнят, как жестоко уничтожались школы, больницы, рынки и другие места скопления мирных жителей, колонны с беженцами, которые расстреливались с вертолетов, самолетов, артиллерии. Это все даже помнят те, которые постарше. И они поехали туда, в Украину, вооружившись, даже посмотреть, если на фото до его отправки мы видим такого супер Рэмбо, который думает, что он один сможет захватить Киев в таком духе. Ну, они, конечно, так думают, потому что в последнее время в Чеченской Республике им показалось, что то, что происходит в Украине, это так же легко будет, как то, что они проводят, те операции, которые они проводят в Чеченской Республике против мирных жителей. Когда они во двор к мирным людям заскакивают вооруженные до зубов и забирают молодого человека, и они считают это супероперацией, которую они проводят, они себя считают такими крутыми, смелыми, храбрыми, и им, наверное, показалось, что в Украине будет точно так же все легко и просто. Так вот, сегодня он сидит и говорит о том, что у чеченцев нету духа, чеченцы не умеют воевать, говорит за чеченцев, хотя сам является предателем. Уже то, что они воюют под флагом России, говорит о том, что у них нету никакого духа. Они перестали быть чеченцами в полноценном смысле этого слова, хотя они из этого народа, но они перестали. Почему, я сейчас объясню. Дело в том, что почему чеченцы стали известными во всем мире. Только из-за того, что у нас был как раз-таки невероятный дух, храбрость, Богом данная нам. У каждого народа есть какие-то качества, у кого-то какие-то плюсы, какие-то минусы, как и каждый, любой обычный народ. И у нас проявилась такая храбрость, дух, потому что мы уже несколько веков сражаемся с Россией, это не сегодня началось, мы рождаемся и умираем в борьбе против России, можно сказать. И чеченцы стали известны этим, когда в 1994 году российские войска вторглись на чеченскую территорию, попытались захватить, оккупировать. И чеченский народ, который в количестве 1 или 1,5 миллиона на тот момент, в количестве 1,5 миллиона человек, не имея никакого супероружия, никакой артиллерии, никакой авиации, никаких джавелинов, ничего, не имея никакой финансовой поддержки извне или же военной, технической, никакой поддержки не имея, из вооружения имея только огнестрельное оружие, автоматы, пулеметы и гранатометы, и то даже во многих случаях, где на 3 человека приходился 1 автомат, в таком, можно сказать, безоружном состоянии мы сразились с огромной Россией и сумели даже победить, сумели выкинуть российскую армию с нашей территории. И с этих пор, конечно, весь мир начал узнавать чеченцев, узнавать как о храбром народе, который имеет дух
любовь к свободе, к независимости, свободолюбивый, храбрый народ. Вот таким образом мы стали известны. И сегодня кадыровцы пытаются пристроиться к этому названию, называя себя теми же чеченцами. Но они не те же чеченцы. Это как раз-таки те люди, у которых не хватило этого духа, у которых не хватило смелости, не хватило любви к своему народу, к своей земле, к своей религии, не хватило духа. У них не оказалось этого, ничего. И они продались за деньги, за спокойствие временное, за какие-то мирские блага и за власть над чеченским народом оккупированным, за власть делать все, что им вздумается, они продались. И как может этот человек иметь сегодня дух или смелость, или уметь воевать? Конечно, они не умеют ни воевать, и у них нет никакого духа. Они трусливые предатели. И никакой храбрости они, поехав в Украину, тоже не наберутся. Его просто нету у них. Но вместо того, чтобы сказать, что они, российские войска, они, кадыровцы, которые находятся в составе российских войск, не имеют ни духа, ни каких-то других качеств и способностей воевать, они даже там позорят чеченцев, говоря за всех чеченцев, что чеченцы не имеют духа, не умеют воевать и так далее. Чеченцы как раз-таки умеют воевать и имеют дух. И почему? Потому что этот народ сражался за свою свободу. Когда пришел враг на их землю, чеченцы не шли нападать, завоевывать Украину или что-то еще. Чеченцы пытались защитить свой народ, свою землю, своих женщин, детей, стариков, свое право на независимость и свободу. Свободно жить на своей земле, на земле своих предков. И поэтому они сражались храбро, потому что они знали, что они на стороне добра. И сегодня украинцы точно так же сражаются храбро и смело, потому что они знают, что они на стороне правды, что они защищают свой дом, они никуда не лезли. Они обязаны защищать свой дом, свой народ, свою землю. Поэтому, когда человек знает, что он на истине, ему легче сражаться и отдавать жизнь. А эти предатели сегодня рассуждают о том и позорят чеченцев, говоря о всех чеченцах. Они прекрасно знают, что чеченцы имеют дух и храбрость и умеют воевать. Достаточно им вспомнить, как в течение 20 лет они не могли справиться с чеченским подпольем, которое, как я сказал ранее, не имели никакой поддержки извне, никакого оружия, никаких финансов, ничего. И с этим подпольем, почти безоружным, они 20 лет не могли справиться. Все прекрасно помнят, как если они обнаруживали одного-двух чеченских воинов где-то в квартире, в доме, все эти российские оккупанты и их предатели окружали этот дом, и целые сутки, может и два иногда, не могли подавить сопротивление этих двух воинов. Таких случаев было тысячи. Это и есть дух и стремление к свободе и независимости, к стремлению жить независимо и свободно, а не быть рабами Путина или кого-то еще. Очень стыдно называть их чеченцами, и очень стыдно, когда эти люди называют себя чеченцами. Это позор чеченского народа, это предатели, самый худший слой населения Чеченской Республики.